Дорогие друзья, доброе утро. Это Национальное радио, волна 88,8 FM. И у нас сегодня в гостях руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия Батыр Тачиев. Батыр, доброе утро. Ассаламу алейкум, доброе утро. 55 40 50 наш номер. Друзья, если у вас есть вопросы к нашему гостю, обязательно звоните. Батыр, я знаю, что вы уже начали проверять магазины и склады на предмет наличия продуктов и искусственного завышения цен. Расскажите, пожалуйста, каковы итоги этих самых проверок? Ну, мы где-то с 2012 года не останавливались в этих проверках, мы всегда их делали. Нет, да. Я имею в виду, что вот из-за этого ажиотажа, связанного с пандемией коронавируса. Да, с 17 марта поручение президента было на коллегии Генеральной прокуратуры и прокуратуре и нам проводить более пристальные проверки. Теперь в связи с тем, что есть и это поручение, мы проводим эти проверки, и вчера их начали. Необходимо обозначить, что есть объективные причины повышения цен на продукты питания, есть субъективные. Там, где субъективно, мы их будем пресекать на корню. Я про них еще расскажу. А там, где объективные причины, это, допустим, на закупке цена там выросла, соответственно, и когда наши покупают продавцы эти товары, соответственно, должны со своей накруткой эту цену поднять, тариф поднимается в любом случае. Но и в этом случае хотел попросить наших продавцов, когда они покупают эти продукты питания, чтобы они нам сообщали, что где-то там, где это производство есть, там в Кабардино-Балкарии, в Осетии, в Дагестане, там, в Нижнем Новгороде, что для них эта цена повысилась там, да, производители там повысили. В этом случае мы будем направлять эти материалы нашим коллегам, руководителям территориальных органов на местах, чтобы и просить их, чтобы они там разобрались, в связи с чем производитель поднял цену. Это объективная, опять же, причина или не объективная. И дальше со всеми уже мерами там будет приниматься решение. То есть это объективная причина повысить цену для продавца продуктов в Республике Ингушетия, да? Но у того продавца было недостаточно причин завысить закупочную цену. Я правильно понимаю? Либо там уже в той же Кабардино-Балкарии будут разбираться местные антимонопольщики с этим человеком. А для жителя нашей республики, в принципе, что ему поделать? Если они завысили цену, он же не может ниже закупочной продавать эти продукты. Необходимо еще понимать, что если, допустим, образно мы будем говорить, на картофель в Кабардино-Балкарии повысили цену. Если мы будем своим здесь запрещать продавать этот картофель там чуть выше, чем он продавался вчера, он просто перестанет его покупать. Тогда этот картофель не будет завозиться в республику. И те запасы, которые у нас есть, на них цена будет расти вообще в геометрической прогрессии. И это будет намного сложнее. Поэтому экономика – это такой живой механизм, его нельзя просто взять и рубить, да, топором. Это очень тонкий механизм, его необходимо отлаживать, смотреть за ним. Там, где действительно производитель вынужден был поднять цену, необходимо там тоже разбирать, в связи с чем он должен был это сделать, чем ему помочь со стороны государства. Может, налоговую базу снизить, может, арендную плату снизить, может, какой-то грант ему дать для того, чтобы он эту цену, в свою очередь, не повышал. Ведь если мы производителю, если это объективная причина повышения была, производителю запретим повышать, он просто перестанет его производить, этот товар. Тогда мы вообще без товара останемся, ни за какие деньги его не будем получать. Но там, где спекуляционное повышение цен, там необходимо, и будем с этим очень жестко бороться и разбираться. Здесь необходимо еще отметить, что бывает, что роль в данном случае играют такие популистические высказывания некоторых чиновников, некоторых игроков рынка, тех же производителей, продавцов. Они какие-то прогнозы начинают давать, через месяц там такая-то цена будет, через 2 месяца такая будет. Это абсолютно недопустимо. Это просто либо популизм, либо человек хочет заработать в будущем, да, рекламируя свой товар, либо нагоняя ажиотаж на этот товар. Это просто с этим мы в данном случае тогда будем выдавать предостережения. Мы вчера об этом сказали, что в данном случае будем выдавать и предостережения, и привлекать к ответственности очень жестко в этом плане. Поэтому хотел бы и так, если нас эта группа людей слышит, чтобы они таким делом не занимались.
Необходимо еще отметить, что создан штаб в Центральном аппарате ФАС России, и всякого рода информация, которая относится к повышению цен на продукты питания, в том числе медицинские маски и так далее, вся эта информация стекает туда, и уже решение принимается с центра. То есть получается, что если в первом случае, когда цена завышена по объективным причинам, вы не можете ничего сделать с этим продавцом, потому что, в принципе, он в этой ситуации не виновен. Если он специально завышает по необъективной причине, вы можете его наказать. А что ему грозит? То есть административный штраф или что-нибудь похуже? Ну, и если это 2 и более продавцов, да, они сговорились и одновременно подняли цену и сказали, а куда этот потребитель денется? Либо к тебе в магазин пойдет, либо ко мне пойдет, поэтому давай мы повысим цену, вот не 10 рублей, а 100 будет стоить. Тогда это картельный сговор. Картельный сговор – это очень-очень большие штрафы, это сотни миллионов могут быть, да, и миллиарды могут быть в зависимости от компании, товарооборота самой организации. Также тут может быть и состав 178 статьи Уголовного кодекса, то есть тут и до 5 лет лишения свободы можно получить. Поэтому это очень серьезный вопрос, и ценовые сговоры. Этим не стоит заниматься, это однозначно. А если просто вот один продавец решил, что до моего магазина все равно никто не доберется, я там где-то, ну, скажем так, какой-то улице продаю продукты только лишь жителям этой улицы, никто другой сюда не приходит, и вряд ли антимонопольная служба доберется до моего маленького киоска. То есть тут-то, наверное, не такие уж серьезные штрафы ему грозят, и, может быть, прибыль даже будет выше, чем тот же самый штраф. Нет, сомневаюсь, что прибыль будет выше, потому что вот изначально даже вот нормы антимонопольного правила еще были заложены при зарождении ислама. И пророк, алейхиссалам, запрещал эти вещи, и Всевышний запрещает эти вещи. Вот, допустим, про магазин, который вы сказали, да, этот случай. Если этот магазин действительно один, рядом нету выбора, и человек не может выбрать себе другой магазин, сходить куда-то и так далее, то есть в условиях отсутствия выбора человек, потребитель стал, то тогда мы, безусловно, анализируем этот рынок, анализируем этот магазин, его товарооборот, признаем его доминирующим. Ну и дальше там минимум штраф 100 тысяч на юрлицо. Это самый минимальный штраф. Действительно, достаточно серьезный штраф. Но тут еще нужно понимать, что вот, смотри, если это улица, да, допустим, там картофель продается, там еще что-то продается, еще что-то. У нас рыночная экономика. У нас необходимо понимать, есть регулируемые государством цены и тарифы, есть нерегулируемые. В основном вот все продукты питания, не то что в основном, все продукты питания нерегулируемые цены. Тут баланс устанавливается рынком. Если человек продает за 30 рублей, допустим, тот же картофель, это отличный шанс для вас выйти на рынок. Это отсутствие административных барьеров. Вы продаете, любой человек, да, наш гражданин республики, да и Российской Федерации, может рядом стать и продавать этот же товар за 20 рублей. Потом рядом еще один станет за 15 рублей и так далее. Они уже будут бороться за потребителя, и цена таким образом сбалансирует до той отметки, где она уже будет выгодна и потребителю, и продавцу. То есть здесь нет такого у нас в республике, понимаете, что кто-то стал и сказал, я вот там завышаю в 5 раз. Всегда у нас есть выбор на такой товар. А если его нет, этого выбора, тогда уже вмешательство идет со стороны государства. Ну, тут понятное дело, что вы все магазины не сможете обойти, это просто нереально. Их слишком много, тем более продуктовых магазинов. Мне кажется, в данном случае люди должны проявить некую сознательность, и если они понимают, что по необъективным причинам продавец завышает цены, он должен подать жалобу. Каким образом это нужно сделать? Может быть, какую-то фотографию или видеоматериал нужно приложить, либо достаточно просто телефонного звонка. Да, у нас и штатом мы ограничены своим, у нас всего 11 человек, но сфер контрольно-надзорной деятельности очень много, это и госзаказ, и реклама, и ограничение конкуренции органов власти, ну и так далее, поэтому уделить каждому магазину внимание, естественно, мы физически не можем. В связи с этим хотел бы, да, обратиться к нашим гражданам, если вы увидели завышение цен где-нибудь, то либо напишите жалобу нам об этом, либо просто там в Инстаграме напишите, у нас есть страница в Инстаграме, там напишите, в Фейсбуке есть страница, там напишите, на наш официальный сайт напишите, там есть электронка. Позвоните просто по телефону, тогда тоже сообщите об этом. Это самый минимум. А так, как вы сказали, это было бы абсолютно правильно, если бы еще с фотографией, с доказательствами, какие-то там аудиозаписи, видеозаписи, если бы нам скидывали бы, то тогда, безусловно, это облегчило бы нашу работу, и мы знали бы,
Просто иногда наш врач думает, вот в сельском поселении, там в высокогорье у нас в ларьке повысили цены, куда смотрят. Вы нам скажите об этом, мы туда посмотрим. Ну, совершенно верно, да, тут уже, мне кажется, какая-то коллективная работа. А что касается медицинских масок, раньше они стоили 5 рублей, вот буквально сегодня мне сказали, что они продаются по 40 рублей. Это так? Вот этим вопросом вы занимаетесь сейчас так же активно, как и мониторингом цен на продукты? Да, конечно, медицинские маски, они у нас и за 2 рубля тоже продавались. Вот. Но у нас производство в стране медицинских масок, оно незначительно и было, и остается. В основном весь товар к нам завозился с Китая, а также и материал для создания этих масок тоже с Китая завозился. Сейчас мы знаем, что граница закрыта с Китаем. И те предприятия, которые работают в России, они с тем спросом, который есть в России сегодня, не справляются. И в первую очередь их продукция поставляется в медицинские учреждения, не в аптечные, а в медицинские. Поэтому именно когда они уже спрос медучреждения удовлетворяют, то уже на аптечное учреждение этих масок не остается просто. Мне кажется, за 40 рублей покупать маску, это же не таблетка какая-то, чтобы пить, да, чтобы выздороветь. 2 часа и ты ее выкидываешь. Эти же маски можно в домашних условиях. В этой маске нет никакого такого секрета, да, особого. Это обычная марля или вата. То же самое, что можно было бы это дома сделать. Вот. А в связи с этим эти цены такие высокие. Я не знаю, кто скупает эти маски на улице, практически там 1, может быть, 2 человека в маске. Они просто дома их хранят на какой-то случай прям такого страшного ажиотажа или какого-то апокалипсиса. Я не знаю, зачем они им нужны, если люди их не носят. Вы вот, например, видели на улице людей в масках? Не видел. Да кто их скупает? Медицинские работники? К сожалению, наверное, но у нас и ментальность такая, мы не носим эти маски, мы не привыкли, да, в них ходить, и нам как-то, как и мужчины у нас с зонтами не ходят, да, под дождем будут ходить, но зонт в руки не возьмут. То же самое здесь. Какое-то время, конечно, была мода на черные маски, но сейчас эта мода канула в лету, и тогда, когда нужно ее носить, ее никто не носит. Но и тем не менее, масок в магазинах нет, в аптеках нет их. Но если они есть, то они стоят там, в 8-10 раз дороже. Это печально. Батыр, я знаю, что буквально недавно, на днях, вы подвели итоги работы за первый квартал 2020 года. Скажите, пожалуйста, вот в чем суть таких публичных обсуждений? То есть получается, что собираются люди, заинтересованные работой Федеральной антимонопольной службы, и вы, скажем так, как-то вот зачитываете эти итоги и потом обсуждаете, как это все происходит? Мы там, где соприкасается бизнес с властью, и там, где власть может нарушить интересы бизнеса. Это в том числе там они не выдают им какие-то разрешительные документы, лицензии и так далее, ущемляют их интересы, вот такого рода проблемы. Поэтому, и естественно, госзаказ. Больше всего людей у нас собирает именно рынок госзаказа. Это и заявители, и заказчики, и уполномоченные органы. Вот, и мы им рассказываем о нашей практике с целью предотвращения этих нарушений в будущем. У нас нет, важно сказать, что у нас нет палочной системы, и нам нет необходимости там 10, 20, 30 дел возбуждать, плюс одно дело возбуждать больше, чем в прошлом году и так далее. У нас есть качественные показатели в нашей работе, поэтому мы заинтересованы в первую очередь говорить людям о том, что тем субъектам, которые могут нарушить наше законодательство, рассказывать им об этом, что этого нельзя делать, это не делайте. Вот здесь вот там тоже запрещено. Допустим, дали предупреждение правительству Республики Ингушетия, тоже перешли там грань. Они его исполнили, нам недавно сообщили, отчитались об исполнении. Вот. И зато в будущем они этого не сделают. То есть, по неосторожности произошло, да, теперь знают, что так делать нельзя. И то же самое знают и другие ветви власти, которые к нам пришли и послушали, что так делать нельзя. Это является нарушением антимонопольного законодательства. То есть нарушение баланса экономического в республике. Поэтому мы о них рассказываем и говорим, что является нарушением, что недопустимо, и что мы открыты для обсуждения этих вопросов. На публичных обсуждениях к нам любой человек может прийти и задать свой вопрос. И полностью вся видеозапись публичного обсуждения выкладывается в YouTube и в любое время может быть просмотрена. И в том числе просмотреть, дали ли мы или другие органы власти, которые обязаны проводить публичное обсуждение, дали ли мы исчерпывающий ответ заявителя.
Мгм. Вот лично меня, честно говоря, заинтересовало дело в отношении Минприроды, которое вы возбудили в конце 2019 года. Вот расскажите, пожалуйста, какая-нибудь новая информация появилась именно по этому делу? Да, мы 4 дела возбудили по признакам, пока это признаки сговора органов власти с хозяйствующим субъектами при проведении торгов. Кроме того, мы еще в декабре им выдали предупреждение о расторжении этих контрактов, необходимости расторжения. Они эти договора, точнее не контракты, а договора, они эти договора расторгли еще в конце декабря, некоторые другие в январе в начале. И теперь мы уже на стадии рассмотрения этих дел. В принципе, доказательная база уже собрана. Мы буквально вчера вышли на принятие решения по обстоятельствам дела. Мы, в принципе, для себя уже определились, что там достаточно нарушений. Вот теперь Минприрода и участники, другие хозяйствующие субъекты, которые участвовали в этих закупках, они могут нам дать свои возражения. Если те возражения, которые нам дали, доказательства, которые нам могут представить, если по ним будет видно, что в их действиях не было действительно нарушения, то будет принято решение о прекращении дела в отношении них. Но пока мы этих доказательств не видели, 3 месяца, достаточно срок был 3 месяца, пока рассматривали все им для предоставления нам этих документов и информации, нам этой информации предоставлено не было. Поэтому пока... И, скорее всего, не будет. Скорее всего, и не будет, если было бы, месяцев да, они... могли бы представить. Но тут целый, опять же, такой букет доказательств. Это то же самое, что, допустим, заявки подавались с IP-адреса Министерства природы. То есть участник потенциально, он зашел в Минприроду, сел за чей-то компьютер, получается, за стол и подал с его компьютера заявку, что, естественно, недопустимо. Это означает, что его кто-то знает, а другого не знает, не нас с вами. Мне кажется, это как-то немножко глупо, что ли, если все-таки люди вступили в сговор, можно же было с какого-то другого, левого, скажем так, компьютера подать эту заявку. Но как-то слишком все очевидно. Ну, видимо, не знаю, что с этим столкнуться. Но это думали, очевидно, что конечно. прокатит, и никто не уличит их в сговоре. Ну, сегодня техническая возможность позволяет узнать, в том числе, с какого компьютера, не то, что с какого учреждения, да, там заявка была подана, вышли на торги и так далее, в том числе, из какого компьютера это было сделано. Вот это несложно. Такие доказательства мы уже, знаете, приводим. Буквально в прошлом году наша сотрудница выявила аналогичный сговор на рынке фармкомпании на сумму около 1 миллиарда рублей. Этим картельным сговором был охвачен половина субъектов, 62, по-моему, субъекта Российской Федерации. Мы думаем, что Ингушетия тоже, если Ингушетия там не оказалась, но оказались все другие. И штраф там составил 326 миллионов рублей на участников сговора. Поэтому санкции очень серьезные. Плюс еще и дальше уже Уголовный кодекс тоже включается. Ну, то есть люди просто хотят, скажем, заработать деньги, а даже не задумываются над тем, чтобы как-то более хитрым образом, что ли, как-то провернуть это дельце. Ну, какие-то слишком глупые преступники, как мне кажется. Но тем легче вам раскрутить это преступление и наказать людей должным образом. Да, те дела с категории картельных, они очень сложные. Естественно, письменно никто не садится, договор не подписывает о сговоре, о разделе рынка, о ценовом сегменте. Это все устно, поэтому это очень сложно доказывать в судах. Но тем более, оно тем интереснее, да, уже технические возможности включаются. Сегодня уже ФАС разработал большой цифровой код, который вообще без участия человека может в сети анализировать всю информацию и выявлять сговоры. Просто сам абсолютно. Это некий цифровой алгоритм, который будет там работать и выявлять все. А если вообще говорить о подведении итогов работы за первый квартал 2020 года, как-то вот они отличаются от той работы, которую вы в 2019 году проводили? Может быть, какие-то векторы направления работы, либо какие-то другие цели и задачи вы поставили себе именно на этот год? Нам всегда ставят приоритеты центральный аппарат в работе. У нас это традиционно. Звонок, к сожалению, сорвался. Прошу прощения за то, что перебила вас. Давайте продолжим. В этом году мы, центральный аппарат, что нам ставит, это нацпроекты, нацпланы и картельные сговоры. В этом году, кроме этого, мы еще для себя тоже ставим те задачи, которые мы видим, что именно для Республики Ингушетия актуальны, и этот вопрос необходимо решить. В прошлом году это было здравоохранение. Поверьте, мы там очень много нарушений выявили и очень много где поменяли правила, которые были и которые были во вред. Какого характера нарушения это? В основном это касается закупок
закупок, неправильных закупок с нарушением законодательства, закупок, оформленных задними числами, ну и так далее, и так далее. Их достаточно много. Мы сейчас с прокуратурой прорабатываем этот вопрос. На этот год для меня очень важно на этот год навести порядок в автоперевозках. Почему у нас люди вынуждены стоять под навесами, которые промокают? Почему у нас нет этих же автостанций? Почему у нас нету просто стоянок? Почему у нас люди не защищены от тех же, ну, уже сказал, климатических условий? И так далее. Есть ведь ГОСТы, как эта остановка должна выглядеть, какая она должна быть, где она должна стоять и так далее. Почему у нас сегодня люди на табуретках, буквально вчера в Инстаграме было, что люди в «Газелях» на табуретках едут, да? Почему это хамство позволительно? Почему это происходит? Мы запросили информацию у всех муниципальных образований, комитета по транспорту, да, Министерство транспорта, не комитет, Министерство транспорта. И уже выявили очень много нарушений. Вместо того, чтобы проводить торги, непонятно, каким образом эти «Газели» пускаются на трассу, грубо говоря, извиняюсь за это. Это моя любимая тема, на самом деле. Мы достаточно часто ее в эфире поднимаем, но это вообще, ну, мне кажется... Что такое субсидируемый маршрут? Как это происходит? Почему именно одним субсидии дают, а другим не дают? Почему именно эта сумма выходит? То есть вопросов очень много. Тут вопрос в том еще, что напрямую этот вопрос к нам не относится, но косвенно мы к этому имеем отношение, и мы об этом уже как бы говорили, и в ближайшее время в главе об этом сказать. То есть с этим, если мы этот вопрос наведем до конца этого года, то я посчитаю, что этот год не зря проведен. Почему мы катаемся в этих аварийных «Газелях», наши граждане? Почему мы не катаемся в тех же там комфортабельных микроавтобусах с кондиционерами летом? Почему мы катаемся на огромных автобусах тоже? Зачем? Особенно, когда у нас небольшие улицы в городах, да, там очень сложно проехать, а у нас огромный автобус там едет. Почему мы содержим это же Ингуш-Автотранс? Почему не отторговать маршруты, которые он сегодня занимает? Мы ему платим в год там порядка там 40 миллионов, еще и убыточное это предприятие. С чем его содержать? Зачем оно нужно? И здесь очень благоприятная почва. Очень благоприятная почва. У нас в этом году еще закон о ГУПах-МУПах принят. И те ГУПы-МУПы, которые работают на конкурентных рынках, они должны быть ликвидированы, либо переведены в другую организационно-правовую форму до 2025 года. Это не означает, что мы должны сидеть до 2025 года и потом его ликвидировать. А те ГУПы-МУПы, которые будут создаваться, их больше нельзя создавать без согласия антимонопольного органа. А если к нам такое обращение поступает, то мы уже анализируем этот рынок и смотрим, конкурентный рынок, либо не конкурентный. Если он конкурентный, то мы даем запрет, не разрешаем создавать их. У нас есть в народе, говорят, да, цивил хаждаха, цивил хавац. Вот если это будет ничье, то там будет всегда нарушение. Если это будет чье-то конкретно, да, там твое, мое, еще чье-то, то мы будем за это переживать и будем делать так, чтобы это направление было прибыльным. Ну, я не знаю, как насчет наших радиослушателей, но вы прям мне подняли настроение этой новостью. Мне кажется, давно нужно было заняться уже этой сферой, потому что, ну, мужчины, скажем так, практически все пользуются своим личным транспортом, а женщинам приходится пользоваться услугами общественного транспорта. Где феминистки? Да, действительно. Ну, немножко не про это, конечно, но хочется, чтобы уровень рос, потому что водители маршруток хотят получать деньги, ухаживать за своим транспортным средством не хотят. Мусор, те же некомфортные сидения и так далее, и так далее. Мне кажется, можно долго перечислять, но это уже такая больная тема для большей части нашего населения. А вот по всем этим вопросам, также я вас попросил бы, все эти проблемы дайте их нам, мы их будем аккумулировать и уже с конкретным предложением выходить. Мы вот уже с мэром Карбулака договорились о том, что мы будем стараться. Мы сейчас проанализируем ситуацию в Карбулаке, насколько там внутригородской маршрут востребован. Вот. В принципе, Карбулак у нас расползается, расходится, становится больше. У нас и детские те же учреждения, да, сайт и так далее, они выносятся за город, потому что в черте-то города уже земли не осталось. Это общая проблема для всей республики. Вот. И, соответственно, там уже нужен транспорт, чтобы и матеря утром могли отвезти, и школьники могли поехать, чтобы их не возили их на транспорте, на личном автотранспорте. Соответственно, необходимость будем определять, дальше проводить торги, и через торги привлекать туда людей, которые будут именно эти маршруты обслуживать. Кто лучше предложит условия, у кого транспорт будет лучше, у кого новее будет, у кого там водитель будет с большим стажем и так далее, и так далее. Это все будет критерии отбора, и будут уже отбираться туда люди.
Поэтому, как журналист, я вас попросил, что контролируйте нас в том числе и эту сферу. Хорошо, хорошо. Ну, если вы будете часто к нам приходить и отчитываться, скажем так, перед населением, какую работу вы проводите, мне кажется, и люди будут узнавать, в каком направлении вы сейчас работаете, и будут жалобы поступать чаще. Соответственно, и работы будет больше, но... Больше бы предложений хотелось бы, чем жалоб. Поэтому жалоба — это хорошо, но вот прикреплено еще предложение, что делать, да, это было бы здорово, чтобы мы всем народом это делали. Это ведь проблема не чиновника и не проблема конкретного там человека, который катается. Это мы все, всем народом в этом задействованы, заинтересованы. Мы все должны проявить инициативу в этом плане. Чем меньше мы будем нагнетать критики, чем больше давать позитивных предложений, тем лучше будет, и быстрее мы эти решения будем принимать. Давайте от позитивного к негативному. Сколько дел вот от начала, получается, 2020 года кого вы наказали и на какую сумму? Просто чтобы люди понимали, чем им грозит нарушение, ну, в том числе вот антимонопольного законодательства. Ну, жалоб у нас значительно меньше и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. С чем это связано, не знаю. Возможно, это связано, ну, мы надеемся, что это связано, в том числе и с внедрением антимонопольного комплаенса в органах власти. То есть тут, получается, органы власти сами свои действия, документы должны проанализировать у себя внутри на нарушение законодательства, и только после этого подписывать и давать уже выход в свет. Поэтому надеюсь, что этот фильтр тоже работает, и с этим это тоже связано. А так, если нарушается... У нас традиционно, могу сказать, где меньше нарушений. У нас очень мало жалуются на органы власти. Очень мало. Тот же бизнес практически не жалуется. Это вот там 15, 16 статья, 19 статья закона о защите конкуренции. Никто не обращается. В соцсетях выкладывают. Вы понимаете, да, делают, что есть проблема, люди просто не жалуются. Там не жалуются. На субъекты естественной монополии жалуются, на «Газпром» жалуются, МРСК жалуются, там есть. По госзаказу жалуются, там тоже есть жалобы. Вот. А вот чтобы вот как-то бизнес, где соприкасается с властью, ну, там жалоб, к сожалению, нет. Ну, насколько я знаю, и в Ингушетии, и в целом по России проблема конкуренции, она достаточно острая стоит. Почему люди не жалуются? Может быть, как-то проанализировали эту ситуацию? Может, это еще ментальность. Я вот работал в Адыгее, там тоже не жаловались, вообще не жаловались. А в Ханты-Мансийске работал, там столько жалоб было, что мы не успевали их обрабатывать просто. И до 12 ночи работали, и до часу ночи сидели, и это месяцами продолжалось, бывало. Вот. А это, наверное, это ментальность, это территория. Вот мы любим на кухне говорить об этом, а там, где этот вопрос должен быть решен, да, туда обращений, к сожалению, нет. Ну, мне кажется, если люди не хотят в этом участвовать, не хотят тратить те же элементарно 10 минут на подачу жалобы или на звонок в ФАС, то обсуждать и говорить, что вы не выполняете свою работу, ну, как минимум, они не имеют на это права. Тут морально, да. А так мы... кого угодно приглашаем, всех приглашаем абсолютно граждан нашей республики в любое время прийти к нам, мы покажем, чем мы занимаемся, какие дела у нас есть. Если кто-то говорит, что мы с какой-то жалобой не разобрались и так далее, опять же, приглашаем, и вас приглашаем, будем там построчно разбираться, почему и так далее. Такое решение было принято. Хорошо, Батыр, спасибо большое за участие в сегодняшнем эфире. К сожалению, мы ограничены во времени. Ну, если у радиослушателя остались вопросы или какие-то конкретные жалобы, они всегда могут к вам обратиться. Вот вы сейчас даже пригласили всех в ваш офис. Если есть вопросы, обращайтесь, жалуйтесь. Да, но в настоящее время в связи с рекомендациями Минтруда, да, лучше это в электронном виде направлять. Да, а так, конечно, мы в любое время открыты. Ну, спасибо вам и удачи. Ну, действительно, наполеоновские планы у вас на 2020 год. Я надеюсь, что у вас получится все намеченные цели и планы реализовать. А нашим радиослушателям я напомню, что в гостях у нас сегодня был Батыр Тачиев, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия. Всего доброго, до новых встреч.